И сегодня понятно, что я хочу говорить про Рождество. И вы знаете, когда такое время года наступает, я не то чтобы сильно нервничаю, но как-то вот то чувство ответственности, оно начинает приходить осознание, насколько важно вообще донести, представить рождественское послание, чтобы люди, они задумались вообще, что такое Рождество. И так тяжело, потому что события происходят каждый год. И в нашей стране, мы сейчас коснемся этого тоже, не самый большой праздник, мягко сказать, в отличие от остального мира. Есть, христианского мира. Есть на то объективные причины, но как заставить людей задуматься, что Бог любит нас настолько сильно, что Он пришел в этот мир во плоти, отправил Сына Своего, да, для того, чтобы Он умер за нас. И сегодняшняя проповедь называется «Если Рождество не наступит». И кто-то может задать вопрос, в смысле? Что вы хотите сказать, что Рождество может не наступить? Я поясню сейчас. Вы знаете, понятно, что календарное Рождество, дата в календаре, она, конечно, наступит, она будет. Но несмотря на всю активность вот этих праздничных мероприятий, когда люди бегают, ищут подарки, и забот полон рот, если у тебя дети в школе, то там начинаются то елки, то окончание четверти, то окончание полугодия, и вот это вот все, и ты занят. И многие, я знаю, сейчас с детьми куда-то сегодня вместо собрания, потому что предпоследние дни перед Новым годом, и вот эта вся суета. И это в том числе одна из причин, почему мы не празднуем сейчас Рождество 25 числа, а празднуем 7 числа. Потому что вот эта вся волна всей суеты, она спадет, и уже и Новый год прошел, и потом осознанно, выдохнув, спокойно можно отмечать Рождество. Но, вы знаете, для слишком многих людей, верующих и неверующих, несмотря на всю их занятость, активность во время праздничных мероприятий, когда Рождество заканчивается, люди, они ничем не отличаются от того, кем они были, какими они были до Рождества. Ничего не меняется. И я хочу это подчеркнуть. Для них, для таких людей, Рождество никогда не наступает. Вы понимаете, о чем я? Никакой разницы, был этот день, не было этого дня. Я какой был тогда, такой и остался после. Ничего не произошло. Но что я хочу подчеркнуть? Для верующих людей, если ты веришь в Иисуса, Рождество действительно наступает как праздник, как Рождество, что такое? Рождение Иисуса Христа. Оно входит в нашу жизнь, оно меняет нас. Когда ты осознаешь вообще весь Божий план, вносятся какие-то коррективы, изменения происходят. Все христианство, оно направлено на то, чтобы изменить кого? Чтобы что произошло? Вот так покажи. Вот истинное христианство, оно меняет меня. Ну, не в смысле меня, а вот если ты на себя показываешь. Внутри. Оно не направлено на то, чтобы изменить мою жену, чтобы изменить моих детей. И когда ты всем ходишь и тыкаешь, а вот в Библии написано, посмотри. Это не про это, у тебя неправильное христианство. Правильное христианство – это когда меняюсь я, мой внутренний мир, и потом тот свет, который, вы сказали, что вы свет, мы светим остальным, мы указываем дорогу. Вы помните? И таким образом люди, они, смотря на тебя, как ты изменился, они тоже хотят измениться. Все не наоборот. И если твоя жизнь для многих людей, она не меняется ни до Рождества, ни после, и нет никакого значения, для таких людей Рождество, оно так и не наступает по-настоящему. И еще раз, 25 декабря, либо 7 января, в зависимости от той страны и традиции, которой ты придерживаешься, от календаря на самом деле. Мы тоже этого коснемся. Я думаю, что все знают, что на самом деле Рождество празднуется 25 декабря. Все празднуют 25-го, просто кто-то живет по новому календарю,
григорианскому, как наше государство, а кто-то живет по старому календарю или по старому стилю. Юлианский календарь, это вот православная церковь. У них 25 декабря тоже праздник, но просто выпадает на 7 января. Понятно же, да? Новый стиль, старый стиль. Великая Октябрьская социалистическая революция, которая вместо 25 октября праздновалась 7 ноября, вы помните. То же самое. Мы коснемся этого. Но для таких людей Рождество, оно на самом деле ничего не значит. Оно не заходит в их жизни, в их сердца. И поэтому сегодня я молюсь о том, чтобы Дух Божий, Он изменил нас всех в это Рождество. И для нас Рождество, оно действительно наступило в этом году. Чтобы мы понимали, что это за праздник и что же произошло на самом деле. И сказав все это, я для себя просто отметил несколько моментов, которыми я хотел бы поделиться с вами, своими размышлениями, когда мы будем праздновать этот рождественский сезон, можно так сказать. Вообще, на самом деле, благодатная пора, потому что, начиная как на Западе 25 декабря все празднуют, и потом у нас Новый год, потом наше Рождество, и эти все праздники, они тянутся. И самое первое, я хочу сказать, что наступил рождественский сезон. И там есть слайдик, можно его включить. И как мы можем это сказать, что я имею в виду? Вы заметили, что везде появляются елки, украшения, Дед Мороз начал появляться. Я сейчас коснусь этого также, да, что в нашей стране произошла подмена в свое время Рождества на Новый год. Но сама суть, то, что как на Западе коммерциализация всего праздника, она произошла, у нас все то же самое. Мы сейчас этого коснемся. Я просто хочу коснуться вообще истории Рождества в России. Может быть, не все из вас знают, но вообще Рождество пришло к нам по указу Петра I. То есть, как он вводил новомодные явления в Европе, помните, он там с бородами, с боярами боролся в Думе и прочее, и все передовое перенимал. И Петр I вводит празднование Рождества. То есть елки, подарки, новогодние веселья, то есть достались именно с петровских времен. Также как раз, то есть в 18 веке в нашей стране летоисчисления начали вести от Рождества Христова. То есть то, что у нас сейчас 2025 год, мы считаем это от какой даты? От Рождества Христова. Но до этого времени, то есть до 17 века в России летоисчисление, оно было от создания мира. И в итоге, то есть когда произошла эта реформа, вместо 1700, у нас стали 1700 какие-то года от Рождества Христова, вместо 7200 у нас был. То есть у нас свое создание мира не по еврейскому календарю было. То есть евреи, вы тоже знаете, они от создания мира. Сейчас какой год? Кто подскажет по еврейскому? Как? 5785? То есть они так и считают от создания мира. У нас тогда было 7200 с чем-то. Произошла реформа, и начали считать от Рождества Христова. И также поменяли на 1 января, начало года, потому что до этого в стране год начинался по-разному. Либо 1 марта, либо 1 сентября. Но именно с той поры, когда произошла эта реформа, начали праздновать с 1 января. И опять же, после революции у нас поменялось все. У нас не до Рождества Христова и после Рождества Христова, но у нас заменились все понятия до нашей эры и нашей эры. Это то, что сейчас практикуется в стране, но до революции было не так. Все, если вы посмотрите старые письма, какие-то вещи или датировку везде, там РХ, до Рождества, например, Христова, или после Рождества Христова, не НЭ, нашей эры и до нашей эры. Я вам хочу прочитать выдержку из указа Петра I, когда Петр повелел в России устраивать празднества. Людям родовитым и богатым, дворянам нашим и служилому люду иметь на семейство обязательно елочку огнями, игрушками и конфетками украшенную. Возле нее не столбом стоять, а петь, плясать и веселиться.
Людям скудным хотя бы по сосновому, еловому и можжевеловому деревцу, или ветви на ворота, или храмину свою поставить, и веселье учинять. С Петром пришел как бы праздник, постепенно водилось, как обычно, была какая-то инерция, но в начале 20 века, перед самым революцией, пик того, что, празднество. Праздник вышел на пик популярности, начали ставить елки праздничные на центральных площадях в городах крупных, стали устраивать елки для бедных детей, то есть где игрушки были и так далее. И потом произошла революция, вы знаете. Когда произошла революция, то есть по такому стечению обстоятельств, я вам также, мы жили тогда еще по юлианскому календарю, который был не совсем точный. Вы знаете, что календарь он существует за счет того, что у нас Земля крутится вокруг своей оси и крутится вокруг Солнца. Один оборот вокруг Солнца у нас это 1 год, 365 дней. Каждый оборот это сутки. И было не совсем точно, это потом вот ввели там високосные года и так далее, которые учитывают вот эту разницу, там минуты, которые накапливаются и так далее. Но вся суть именно в этом. Все, что нам нужно знать, что к 17 году практически все страны Европы, они уже жили по новому григорианскому календарю. Почему григорианский? Потому что принял этот календарь, и астрономы, которые высчитали правильное, корректное время, они принадлежали католической церкви, и был папа Григорий тогда. Поэтому назвали григорианский. И в 18 году уже советская власть вводит, мы переходим на новый календарь, потому что очень неудобно работать с Европой, то есть у нас свои дни, у них свои дни, разница, сколько там, 14 дней, и в общем ни туда, ни сюда, все это дело отменяется, и мы просто светское государство, оно переходит на григорианский календарь. В этот момент, то есть это, понимаете, революция, как раз гражданская война уже идет, начинаются гонения на церковь, на православную. Ну и вообще, то есть как бы таковой протестантская церковь, она была в России, но не такая большая. И постепенно происходит замена Рождества на Новый год. Каким образом? Интересные вещи на самом деле. До 23 года официально никто, пока шла гражданская война, Рождество никто не трогал. Белогвардейцы праздновали очень пышно. В Советской России отменили, но при всем при этом остались праздничные дни. То есть произошла интересная тема, что 25 декабря это был праздничный день, но из-за того, что православная церковь, она оставила юлианский календарь, и они праздновали 7-го. Вы понимаете, 7-го был рабочий, а 25-го так и остался, как от царской России, праздничный день, хотя никто не праздновал. Вы понимаете, да? Тяжело? Надо практические слайды показывать, чтобы было понятно. И интересно, что на самом деле епархий же много православных. Есть Вселенский патриархат, который у нас в Константинополе, в Стамбуле сейчас, да. Потом есть православная церковь, я не знаю, греческая, еще кто-то, их много-много-много, я не знаю точно сколько, около десятка. И всего 4 не перешли на новый календарь, остались в юлианском. Хотя в то время у нас был патриарх Тихон, сначала вышло постановление, и православная церковь она перешла, приняла, не совсем новый календарь, новый юлианский он называется. Там есть небольшие отличия, но вся суть, что даты попадают именно с григорианским совпадают. У меня прям такое стойкое подозрение, потому что православные же не могут просто так взять и согласиться с какими-то католиками, что мы будем переходить на их календарь. Я не знаю точно, но у меня такие подозрения. И поэтому там есть какой-то новый юлианский, он совпадает. 24 дня православная церковь жила по новому календарю, но потом как-то все это дело отменили и вернулись и оставили юлианский. При всем при этом государство вообще не обращало внимания, по-моему, в 18 году, или когда у нас был издан указ о том, что церковь отделена от государства, и как бы это там ваши дела, государство живет уже по своим, никто не обращал внимания, но в 23 году официально запретили Рождество. Вообще празднование там и так далее, к тому времени уже, у нас Ленин в 24 году умер, но он уже был больной, он был один из таких защитников Рождества. После Иосиф Виссарионович уже сначала запретили праздник, но потом кто-то из большевиков сказал, что зачем мы будем лишать детей вот такого вот празднества, и постепенно, то есть родился такой с их точки зрения, то есть такой идеальный план, вернули праздник, но так как боремся с церковью, отменили все религиозное, и как раз попало Новый год рядом. У нас стала новогодняя елка вместо рождественской. Заменили Вифлеемскую звезду на красную,
Дед Мороз появился, хотя его до этого не было, там всякие такие былины и так далее, начали детей на елку возить. И вот все мы выросли вот уже, когда прямо пик этого праздника был. Но что я хочу подчеркнуть и зачем так далеко все в это шел? Весь остальной мир христианский, вот то ожидание чуда на Новый год, это на самом деле ожидание чуда на Рождество. Что что-то произойдет, что нужно примириться со всеми. Как ангел пришел и сказал, что будет мир на земле. Рождественские перемирия даже во время Первой мировой устраивались, во время боевых действий, когда там солдаты братались и так далее. Ну, политикам не очень это было нужно, с этим как бы боролись, но факты есть такие. Вот, и чтобы вы понимали, на самом деле, вот я сейчас не говорю, хорошо или плохо, это то, что есть на самом деле, да, в стране. И глядя на Запад, у меня вообще большие сомнения. Ну, вот представьте, вот эта вся суета наша новогодняя, у них это все на Рождество. То есть там язык на плече, то есть это еще вообще раздуто. То есть обязательно должен подарить всем подарки. Обязательно. Всем там знакомым и так далее. И поэтому покупается просто тонны барахла, которые ни тебе не нужны, ни им не нужны. Кто-то даже коробки не распечатывает, просто передаривает. Бывают казусы, когда коробочка вернулась через пару лет. По родственникам походил, я кроме шуток вам говорю. Мы, в общем, с историей покончено, да, здесь, и дальше. Социальная сторона Рождества. Праздничное время. Вот то, что мы делаем на Новый год, мы ходим в гости к близким людям. Новый год принято встречать дома. Это все рождественские традиции. Рождество встречаем дома, с близкими, с семьей. Куда-то едем, что-то делаем. Я вам просто такой пример, вот еще и на Западе хочу сказать. Вы помните, у нас когда-то тоже были телефонные книги? Кто-нибудь застал это время? Вы помните, что в телефонной книге можно было прочитать? Там помимо телефона, там был полный адрес, имя, фамилия человека. То есть говоря про персональные данные и так далее. То есть легко, раз там по телефону можно было вычислить вообще любого человека по имени, фамилии, где живет, приехал. И вот в Америке была та же самая история, то есть тогда еще не было телефонных мошенников. Один человек просто взял телефонную книгу, жил в одном городе, это реальная история, и он написал 600 рождественских открыток людям по всей стране, в разных штатах, поздравления, подписал их как лучший друг и отправил. Абсолютно незнакомые люди, просто с телефонного справочника. И самое удивительное, он 600 отправил, и 117 открыток он получил обратно от людей, ответы. То есть совершенно незнакомые люди, и, как правило, то есть, все прикидывали, что они его знают, просто как бы, например, вот одна женщина писала: было так приятно получить от тебя весточку, твоя открытка пришла в тот день, когда я вернулась домой из больницы. И я не могу передать, каким ободрением было услышать приветствие от старого друга. Как бы, да. Кто-то еще одна открытка, она была следующего содержания там. Должны признаться, что когда мы получили вашу открытку, мы не могли вас вспомнить. Нам пришлось долго перебирать знакомых, прежде чем мы вспомнили. Кстати, пожалуйста, передавай привет своему отцу. Такой хороший человек. Но там одна версия была вообще как бы классная. В том смысле, что прям такой ушлый человек. Он пишет, что так приятно услышать старого друга. Кстати, мы этим летом собираемся к вам в штат, к вам в город. Можно мы у тебя остановимся? Я вам, чтобы вы понимали, насколько вообще все вышло из-под контроля, так скажем. Но в церкви также, во всех церквях наступает сезон Рождества. Елки, у нас елка, она не новогодняя, а рождественская все-таки. Красивые украшения. Есть люди, кто в церквях, например, есть церкви, кто говорят: ой, языческие праздники, подводят какую-то подоплеку под эту, что я даже не хочу этого касаться. Но, вы знаете, я думаю, что на самом деле Рождество – это такой прекрасный способ рассказывать этому миру, делиться нашей верой. В кого мы верим? Что это рождение нашего Господа, нашего Спасителя. Вы понимаете? Государство у нас ввело, у нас есть официальный праздник. И мне кажется, что гораздо проще
праздновать вместе со всей страной 7-го, поздравлять всех 7-го, чем объяснять, что мы какие-то особенные, там, 25-го, и что на самом деле православные тоже 25-го празднуют. И вот это вот все. Вы понимаете, да? Никому не нужны какие-то объяснения. Я хочу призвать вас также сторониться всяких споров ненужных. Сосредоточьтесь на самой сути. Если человек, он просто примет, что Иисус Христос родился, что Он Спаситель, это то, что ты пытаешься донести, а не доказать свою правоту, что ты весь такой умный, стоишь в белом. Итак, в церкви тоже наступает сезон Рождества. Детям мы подарки приготовили. Вчера, кстати, у нас огромное спасибо всем студентам библейки, вообще все, кто принимал участие. Я думаю, наверное, отчет какой-то будет, просто не успели, потому что вчера развозили подарки вот тем детям. Ну, вы знаете, то, что Мария Пак объявляла, готовила, то, что мы делаем уже, по-моему, 5-й год. Дети из... У меня политкорректные слова все время. Проблема нуждающихся семей, так скажем. И те, кто, вы знаете, родители, если они осуждены, в этом году у нас добавились. Больше 100 человек, чтобы у них тоже было Рождество. Но вопрос, наступит ли Рождество на самом деле, вообще для церкви в том числе, для верующих? Вы знаете, что 25 число не за горами, мы не будем собираться в этот день. И не суть, 25 либо 7 января. Но наступит ли Рождество на самом деле? И что я хочу донести? Несколько вещей, которые, я верю, должны произойти, чтобы Рождество, оно действительно наступило в твоей жизни. И место Писания, которое я хотел бы сегодня прочитать, это послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. И я вас сразу предупреждаю, это совсем не тот стих, который обычно приводят на Рождество. Давайте я прочитаю все места Писания, которые я буду читать, как обычно у нас в новом русском переводе, не в синодальном, чтобы было более понятно. Итак, дети мои, я снова испытываю родовые муки, это Павел пишет, пока в вас не отобразится образ Христа. Смотрите, внимание. Чтобы в вас отобразился образ Христа. Чтобы мы сами, я, ты, мы начали отображать своей жизнью Христа. Когда ты становишься христианином, мы очень много говорим о том, чтобы родиться свыше. Переродиться, да. Но Рождество – это такое прекрасное время, чтобы напомнить тебе, мне о том, что у нас есть потребность в том, чтобы Христос, Он действительно родился в моей жизни, в наших семьях, в наших отношениях, чтобы во всем, что мы делаем, мы начали отображать Христа, чтобы образ Христа был во всей моей жизни, во всей моей деятельности, в моих взаимоотношениях с женой, с детьми, с верующими, с близкими. И это то, о чем Павел молится, чтобы каким-то чудесным образом Христос сформировался в сердцах и жизнях каждого из нас. Еще раз, пока не отобразится в вас Христос. Я не знаю, как донести важность вот этого. Вы помните, вот как плод Духа, что такое, да? И там перечисление идет. Радость, мир и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот плод Духа, вот это когда Христос, Он отображается. Потому что Святой Дух, который в нас живет, Дух Божий, Дух Иисуса Христа. И мы должны отображать, понимаешь, если ты не меняешься, если как ты был злыднем до, и ты остался злыднем после, и не произошло никаких перемен, что-то не так с твоей верой. Что-то не так с твоей христианской жизнью. Как-то Рождество для тебя все никак не наступит. Ты не понимаешь, зачем Он пришел сюда. Матфея 1 глава, 23 стих. Я хочу вам также напомнить, что мы должны помнить, что с нами Бог. И здесь это прямая цитата из пророка Исаии. Это в Евангелиях, да, пишется. Вот
Дева, имеется в виду девственница здесь, да, слово, даже в современном так перевели, забеременеет и родит сына, и назовут его Эммануил, что значит «с нами Бог». Эммануил – это еще одно из имен Иисуса. С нами Бог. Что я хочу сказать? Смотрите, мы довольно хорошо адаптировались к окружающей среде. Мы научились жить в Якутске. В том смысле, что одеваемся по погоде, у нас теплые помещения, зимой, летом кондиционеры включаем, когда жара, воду покупаем фильтрованную, либо там с артезианских скважин, продукты у нас какие-то там фермерские всякие есть, мы все, что попало, не едим. Мы адаптировались к технологиям, программируем компьютеры, управляем смартфонами, GPS у нас работает, спутники. То есть, что я хочу сказать, в целом мы неплохо адаптировались к современному миру, который нас окружает. Но несмотря на то, что прошло 2000 лет, мы так и не научились ладить друг с другом. Как были проблемы у людей 2000 лет назад, то же самое. Люди ругаются, ссорятся. Несмотря на то, что с первого Рождества прошло больше 2000 лет, хотя нам каждый год напоминают это послание ангела, мир на земле, мы все еще не научились жить в мире друг с другом. Поэтому на Рождество нам больше всего нужно, чтобы Иисус, Он отобразился в нас. Показал нам, как принимать и прощать друг друга. Как избавиться от напряженности, которая нас раздражает. Как преодолеть наши страхи и предубеждения. Вы со мной? Вы знаете, кто-то, вот если говорит, что мы сейчас цивилизованные люди, у нас все блага цивилизации, но если ты считаешь, что блага цивилизации делают человека лучше, в смысле культурнее, ты ошибаешься. Это то же самое, что сказать, что людоед стал культурным, если у него ложка появилась. Какие-то инструменты у нас, это все просто какие-то приспособления для жизни. Итак, как же наступит Рождество? Что, по-настоящему в жизни? Как наступит Рождество? Когда ты читаешь Евангелие от Луки, Матвея, где описывается история Рождества, мы читаем о Марии, Иосифе, вы знаете, что они отправились из города Назарет в город Вифлеем. Мы читаем про те толпы людей, помните, там перепись проходила. Нам рассказывают всю историю, вот эту, пастухи, мудрецы, ангелы, рождение Иисуса. И потом его Мария рождает, его заворачивают в какие-то пеленки, тряпки и ложат в кормушку для животных. В синодальном переводе «ясли» переведено. Кто-нибудь видел кормушки для животных, вот как зерно насыпают? То есть, она сделана трапециевидной такой формой, то есть, как ясельки. Очень удобно для младенца, да? То есть, положили в кормушку. И потом, знаете, как возникает такой вопрос вообще, а что он, собственно, в сарае-то родился? Там, где животные. И потом Лука пишет, потому что в гостинице не было места. Давайте мы прочитаем эту историю коротко, не все, но Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 стих. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. В Вифлееме у Марии подошло время родов. И она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Я хочу показать вам, смотрите, ни в одном Евангелии никто никогда не осуждает владельца вот этой вот гостиницы.
куда они пришли. То есть у нас гостиница, я не знаю, как там раньше называлось, постоялый двор. То есть это не в таком понимании, знаете, ну это не Holiday Inn, там не Хилтон какой-то был, да. Небольшой город, но тем не менее там было где остановиться путникам, да. Там не было места. И никто не осуждает его, и не комментирует его действия. Никто не говорит, что вот злодей какой, Господа не пустил, как бы, да. Никто из тех, кто пишет Евангелие, не говорит, что был он прав или не прав, или еще что-то. Но, что я хочу сказать, вот эта переполненная гостиница, в которую не пустили Иисуса, это навсегда останется символом переполненной, суматошной жизни, в которой нет места для Бога. И это так напоминает вот эти вот все рождественские, новогодние хлопоты, которые есть. Мы не такие плохие люди, просто мы очень заняты. У нас очень плотное расписание. Но я хочу тебе сказать, если ты верующий, и у тебя настолько плотное расписание, что у тебя нет времени на него, у тебя расписание слишком перегружено. Тебе надо выдохнуть, дышать носом, сделать 2 шага назад, успокоиться и признать, что Он Бог с большой буквы, тот самый. Итак, первое. Чтобы Рождество по-настоящему наступило, и почему я, собственно, даже и не против того, что у нас Новый год заменил Рождество, потому что когда вся суета придет, есть больше шансов того, что мы можем осознанно выдохнуть и встретить Рождество, праздновать рождение Спасителя. Следующее, что нам нужно, я верю, чтобы Рождество действительно наступило, мы должны желать, чтобы он по-настоящему вошел в нашу жизнь. Что я имею в виду? Какая-то часть меня хочет, чтобы он пришел. Я хочу его благословений, но я не уверен, что хочу его креста. Я хочу его прощения, но не хочу никакого осуждения. Я хочу спасения, но не уверен, что служителем хочу быть. Я хочу Спасителя, но не уверен, что хочу, чтобы Он был господином в моей жизни и говорил мне, что делать. Вы понимаете, о чем я? Но когда я читаю Библию, я убеждаюсь, что Иисус снова и снова учит нас тому, что мы должны сделать Его Царство нашим главным приоритетом. Можно слайд, если там это есть такой. Иисус учит нас снова и снова, что мы должны сделать Его Царство, Царство Небесное, главным приоритетом в жизни. И сам Иисус, когда был на земле, Он проводил несколько притч, короткие такие притчи, которые показывали, что есть Царство Небесное. Мы сегодня песню пели про жемчужину. Давайте прочитаем вот эту притчу. Это Матвея 13 глава, 45-46 стих. И еще Царство Небесное подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. Найдя драгоценную жемчужину, он продает все, что имеет, ради того, чтобы купить ее одну. Включите ваши воображатели. Вот представьте, Иисус рассказывает про торговца жемчугом. Сейчас жемчуг, чего-то стоит, но не так, как раньше. То есть сейчас его умеют выращивать на фермах, делают искусственный и так далее, и так далее, и так далее. И он не так ценен, как раньше. Но тогда это было, я даже не знаю, у нас сейчас бриллианты даже в промышленных масштабах. На самом деле себестоимость тоже у них не очень большая, но я не знаю, с каким камнем сравнить. Но это большая ценность, да? И человек ходит с рынка на рынок, из города в город и ищет что-то совершенное, действительно ценное. И он уже поднакопил деньжат, у него есть какой-то материал, есть жемчуг на обмен, на продажу, что-то покупает, но он продолжает искать идеальную жемчужину. И в один прекрасный день он приходит, и он видит, вот оно. Это самое лучшее, что я видел. Он подходит к продавцу и такой, не очень заинтересованно, так спрашивает, и почем? Продавец тоже
калач тертый и говорит, что это будет стоить все, что у тебя есть. В смысле? Начинает торговаться, там одну цену предлагать, другую. Как насчет этого, как насчет этого. А торговец не уступает и говорит, все, что у тебя есть. И он вытаскивает все, что у него есть, все деньги, все жемчужины, вообще все, что у него есть. Весь караван, верблюды. И остается с одной с этой жемчужиной. Что я хочу сказать? Рождество никогда не станет для нас настоящим Рождеством, пока у нас есть такое вот поверхностное желание прийти в Царство Божие. Иисус сказал, все. Все, чем ты являешься, даже сама твоя жизнь, она должна быть сосредоточена на том, чтобы получить Царствие Божие. То есть почему он сравнивает с этой жемчужиной? Такой пример приводит. Вы со мной? Итак, мы несколько пунктов пробежали для того, чтобы Рождество, оно по-настоящему наступило. И последнее, то, что я хочу сказать. Я верю, это прямо важный пункт, чтобы Рождество, оно по-настоящему наступило в твоей жизни. Вы знаете, нам нужно встречать этот праздник с чувством смирения. Если Рождество действительно для нас настоящий праздник, мы должны приходить к Рождеству с чувством смирения. Я не вырос в деревне, я городской, но у меня есть определенный опыт, потому что каждое лето практически я ездил к бабушке в деревню. Две бабушки, родственники всякие, дяди, тети, кто держал скот. Кто-нибудь был в деревне? Скот видел? Ну вот когда не просто на полях, а когда его держат. Особенно у нас в суровых условиях, но они вот в Иркутске, под Иркутском, Сибирь тоже. Зимой скот держат в хлеву. У нас называется хатон, сарай, по-разному, да, как вот, в Библии написано. Что я хочу сказать? Зимой почему держат? Потому что, холодно им. Чтобы грелись, загоняют. И кто-нибудь вспоминает, я просто, бабушка всегда там, я даже не помню во сколько, очень рано шла доить корову. Потому что, она уже орет, иногда я с ней ходил. И ты когда идешь туда, нужно было одевать специальную обувь. Вот для того, чтобы пойти к животным туда, стояли либо отдельные теплые калоши, какие-нибудь резиновые сапоги. Почему? Потому что на полу навоз везде. И когда холодно, это все дышит, испарение идет все теплое. Такая своеобразная, в общем, тема. Но если вы были, я просто хочу, чтобы эта картина, она у вас была. Потому что, когда мы видим какие-то картинки, когда написано, что Иисус родился в хлеву, и вот это все облагорожено, может быть, конечно, у иудеев там были особые традиции, они следили за ними, у них не было так холодно. Хотя это была зима, декабрь, и там тоже может быть холодно, не так, как в Якутске, да? Но, тем не менее, они животных держали внутри. Если ты видел, как это выглядит внутри, я хочу, чтобы эта картина, она была у тебя. Там пахло точно так же. Плюс-минус, где он рождался. И когда я представляю это, воображаю, я поражаюсь, что Бог зашел так далеко и пожертвовал таким многим для того, чтобы прийти в наш мир. Я верю, что это не случайно. Это не просто так. Как вы считаете, мог ли Бог сделать так, чтобы Иисус, он родился во дворце? Или, по крайней мере, воспитывался во дворце? Как Иосиф, его царская дочь. Моисей, спасибо. А я что сказал? В общем, вы поняли. Приятно быть в такой аудитории, когда тебя могут поправить. Хочется сказать, что это была проверка. Я, конечно, просто оговорился, да? Но здорово, что вы не спите. И я верю, что Бог мог сделать так, чтобы Иисус, он ни в чем не нуждался и рос как царь. Но я верю, что это было осознанно. Не просто где-то в деревне, в каком-то захолустном городке. Или как было написано, один мог бы быть из лучших домов в Вифлееме.
Ребята, это сарай был. И когда называют хлев, там вот ясли, чем мне, например, нравится, вот, ну, все-таки современный период, кормушка для животных, вот куда насыпали, и, то есть неизвестно, что там за животные были и что там вообще насыпали туда. Но я верю, что, наверное, чисто было. Хочется верить, что там зерно было и было сухо. И положили и как бы нормально. Но вся атмосфера, вот эти вот мороз на улице, дыхание животных, запах навоза, куржак может быть где-то. Я верю, что Бог, Он тем самым показывает, что, смотрите, Бог с нами, Он пришел в этот мир, Он с нами. И между нами больше нет ничего, между нами больше ничего не стоит. И Он тем самым говорит, что вот если ты пришел к Богу, к этому Богу, к Иисусу, здесь нет места высокомерию. Ты не можешь войти туда и смотреть на кого-то свысока. Сама обстановка не позволяет просто. Не то место. Мы приходим поклониться Ему на Рождество, Богу, рожденному во плоти. И у нас нет ни единого повода для того, чтобы похвастаться чем-то. Мы смиренно приходим и говорим: вот я, Господь, используй меня. Я думаю, что это то, что нужно для того, чтобы Рождество, оно действительно наступило в твоей жизни, в твоем сердце. Это именно отношение твоего сердца, твоего сознания. И на самом деле потребуется немало разбитых сердец, сломленной воли, чтобы Христос действительно возродился в нас, родился, начал отображаться в нас. Рождество. О, классная мысль, да. Рождество – это чтобы Он родился в тебе. Чтобы Его образ, Он родился и начал отображаться в тебе.